Американской палате представителей прошло собрание на тему «Уйгуры – жертвы китайской экономики». На собрании, в котором также принял участие глава Всемирного уйгурского конгресса Долкун Иса, обсуждался вопрос Восточного Туркестана, который является важным источником дохода Китая и одной из центральных артерий проекта «Один пояс, один путь». Министерство обороны США прокомментировало покупку Турции российских систем противовоздушной обороны С-400 и сообщило об исключении Турции из программы F-35. Такое решение было принято после обсуждения данного вопроса с участниками программы, которые считают, что Турция, купив зенитно-ракетные комплексы С-400, подвергает опасности программу F-35. Официальные представители России и США собрались в Женеве, чтобы обсудить возможное трехстороннее соглашение о ядерном разоружении, участником которого, как ожидается, станет Китай. Односторонний выход Соединенных Штатов из соглашения о ядерном вооружении средней дальности и сохраняющаяся неопределенность в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году, породили кризис в соглашениях о разоружении, после чего внимание мирового сообщества было обращено на шаги, которые предпримут Москва и Вашингтон. Президент США Дональд Трамп сообщил, что введет дополнительные пошлины для Китая из-за того, что Пекин не увеличил закупки американской сельскохозяйственной продукции. Мы имеем множество путей для повышения пошлин, которые беспокоят Китай. Имеется целый реестр продуктов на сумму более 325 миллиардов долларов, на которые мы можем применить данное решение. Мы ведем переговоры с Китаем, и было бы хорошо, если бы Китай не нарушал условия соглашения, сказал Дональд Трамп. Ранее на саммите «двадцатки» в Японии президент США пообещал не вводить дополнительные налоги. В ответ Си Цзиньпин заявил, что будет закупать большие объемы сельскохозяйственной продукции у Соединенных Штатов Америки. Министерство нефти Ирака договорилось с американской компанией о добыче природного газа из 5 нефтяных скважин на юге страны. Министр Самир Аль-Гадбан подписал с послом США в Багдаде Мэтью Тюлером предварительное соглашение по данному договору. Об этом было объявлено в письменном заявлении Министерства нефти Ирака.